Приветствую всех любителей спорта. В эфире первый в новом году выпуск программы «Спорт Тайм». Только о главном и интересном. Прошедший год в целом был насыщен победами чеченских спортсменов. В нашей памяти осталось много ярких моментов, связанных с их успешными выступлениями. Ну и, конечно же, международные турниры по смешанным единоборствам, проходящим под эгидой бойцовского клуба «Ахмат» и ICB. Вернемся немного назад и посмотрим, чем же запомнился 2015 год. Уходящий 2015 год запомнился спортивной общественности яркими событиями с участием чеченских спортсменов на различных отечественных и международных аренах. По традиции, подводя итоги года, мы отметили наиболее значимые из них. Приятной новостью стало в минувшем году известие о том, что команда «Лама Наз» стала чемпионом страны по мини-футболу, подтвердив тем самым статус одного из ведущих футбольных коллективов среди спортсменов с ограниченными возможностями. А главная команда региона Грозненский Терех подошел к зимнему перерыву сезона 2015-16 годов с впечатляющими показателями. К примеру, не только не потерпев с момента старта чемпионата ни одного поражения дома, а напротив, одержав победы над «Спартаком» и «Зенитом». И это не считая ничейных матчей с «Рубином» и ЦСКА. На зимние каникулы Терек отправился с 27 очками в копилке, находясь на 7-й строчке турнирной таблицы российской премьер-лиги. К великой радости наших земляков на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро в составе сборной России выступит боксер Адлан Абдурашидов, получивший по итогам минувшего чемпионата мира по боксу лицензию на право выступления на играх в Бразилии. Что же до профессионального ринга, то здесь взошла звезда другого нашего боксера – Висхана Мурзабекова. 4 ноября в Казани Мурзабеков пополнил коллекцию трофеев титулом чемпиона IBO International в полусреднем весе. В череде громких событий спортивной жизни нашего региона следует отметить и открытие в день юбилея первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова, автодрома «Крепость Грозная» и проведение там 3-го этапа драг-рейсинга чемпионата России. А первым испытал новую трассу глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, к бурному восторгу тысяч зрителей, продемонстрировав незаурядные способности вождения. «Крепость Грозная» – еще один яркий фрагмент спортивной летописи уходящего года. Также еще одно знаковое событие останется в истории Чеченской Республики, которое выпало впервые принять Кубок президента России по тяжелой атлетике, проходивший в Грозненском спорткомплексе «Олимпийск». В нем приняли участие сильнейшие тяжелоатлеты из разных стран мира, в числе которых были и женские команды. Это соревнование также привлекло большое внимание в мире, а за ходом прямых трансляций наблюдали миллионы болельщиков. Федерация тяжелой атлетики Чеченской Республики во главе с Магомедом Кадыровым устроили настоящий спортивный праздник, который надолго запомнится и участникам турнира, и гостям, и всем, кто по всему миру переживал за своих атлетов. Особенно отрадно, что спортивную славу Чеченской Республики на минувшем турнире поддержал серебряный призер чемпионата Европы 2014 года Адам Малигов, посвятивший свою победу памяти первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Другой наш тяжелоатлет Апти Аухадов также заслужил почетное место в рейтинге самых значимых спортивных событий и героев уходящего года. На чемпионате мира в американском Хьюстоне он завоевал бронзовую награду, что, согласитесь, дорогого стоит. Апти Аухадов – еще один герой спортивной жизни Чеченской Республики 2015 года. Братья Чингис и Ибрагим Лобазановы вполне заслуживают самых добрых и лучших похвал за золотой дубль. Ведь в спорте такое бывает нечасто, когда братья одновременно поднимаются на верхнюю ступень пьедестала. На прошедшем в Санкт-Петербурге чемпионате России по греко-римской борьбе наши братья-земляки в весовой категории 59 и 75 килограммов не оставили соперникам никаких шансов. И еще одна серебряная награда в копилку достижений наших спортсменов
была добыта в весовой категории 69 килограммов Абуязидом Манцыговым, одолевшим в четвертьфинале прославленного олимпийского чемпиона Пекина, нашего земляка Исламбека Альбиева. В уходящем году свой первый бой в рамках смешанных единоборств провел легендарный мастер ичигеки Лечи Курбанов, одержавший в ходе грозной битвы 9 победу над американцем Трэвисом Фултоном. И не только ярким дебютом в ММА запомнился Лечи спортивному сообществу, а еще и тем, какой глава региона преподнес ему подарок в канун Нового года. Рамзан Кадыров сам лично принял участие в открытии спортивной школы ичигеки, которая соответствует всем мировым стандартам. И это еще одна яркая страница спорта Чеченской Республики за 2015 год. Также следует отметить и тот успех, который достигли бойцовская лига Ахмат и ее бойцы. В частности, теперь клуб будет представлять бразилец Фабрисио Вердум. А Абдулкериму Идилову 18 января за океаном предстоит дебют в сильнейшей бойцовской лиге планеты UFC. Другой великий боец Мамед Халидов, за которого так яростно болеет не только в Польше, но и в наших краях, порадовал поклонников победой в бойцовской лиге КСВ в среднем весе. Бойцовский клуб «Беркут» нашел широкое международное признание в рамках лиги ACB. А самыми трогательными, на наш взгляд, эпизодами, запечатленными в памяти поклонников спорта нашей республики, стали прошедшие легкоатлетические и велопробеги. Сначала массовый фурор весной минувшего года получили состязания легкоатлетов в рамках марафона «От сердца к сердцу», где его участники, а было их 15 тысяч, преодолели дистанцию от центральной мечети Грозного до мечети имени Аймани Кадыровой в Аргуне. А летом от стен великолепной Аргунской мечети уже в ходе веломарафона «От сердца матери к свету ислама» мерились силами любителей велоспорта. Все, что оставило яркий след в спортивной жизни Чеченской Республики в прошедшем году, позволяет надеяться на то, что и в году наступающем мы станем свидетелями новых побед и достижений. Хотелось бы отметить еще один многозначительный фактор в пользу успешной спортивной деятельности региона. Лига ICB по итогам года попала в пятерку лучших промоушенов по версии Fight Matrix, где заняла 4-е место. И это обоснованно. В прошлом году лига провела множество турниров не только в республике и в стране, но и за рубежом. Однако это еще не все. В новом году ICB планирует расширить географию и приумножить количество турниров. Бойцовскому чемпионату ACB уже 1 марта, через 2 месяца исполнится всего лишь 2 года. За это время мы в общем провели 28 турниров по ММА, а за уходящий 2015 год их было 16. География была самая разная, начиная от Чеченской Республики, заканчивая Варшавой, центральными регионами нашей страны. Мы постарались собрать в чемпионате самых лучших бойцов со всего мира, в частности Америка, Европа, Россия. Мы решили пойти не по пути раскручивания одного бойца, а именно создали 8 дивизионов весовых, в каждом весе по 15 человек. Именно таких хороших топовых бойцов, представляющих такие сильнейшие клубы, как, например, представители клуба Ахмат, Беркут, других клубов. Но основной костяк составляют именно бойцы клуба Ахмат и Беркут. У нас есть чемпионы из клуба Ахмат, из клуба Беркут, которые в ближайшее время должны выступить. Спортивный бум у нас происходит, на удивление вообще всего остального мира. И если бы не глава нашей республики Рамзан Ахматович Кадыров, который посещает все турниры ACB, один из главных болельщиков спортивных наших, благодаря его пристальному вниманию и поддержке, а также Майырбека Хасиева, основатель нашей организации. Я думаю, у нас все получится. Абдулкерим Идилов признан лучшим российским бойцом по версии читателей SoftSport.
Голосование проводилось с 22 по 26 декабря. Абдул-Керим одержал победу с огромным отрывом. Второе место по версии посетителей занял чемпион Беллатора Виталий Минаков. Третьим стал чемпион М1 Global в полутяжелом весе Рамазан Имеев. С этим успехом нашего бойца на своей странице в Инстаграм лично поздравил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Однако есть и неприятная новость. Абдул-Керим Идилов, к сожалению, не сможет выступить на UFC Fight Night 81. На одной из последних тренировок Идилов, уже находясь в США, травмировал мениск. На этом турнире он должен был дебютировать в октагоне в поединке против Франсимара Бароса. Столько готовился, много чего. На меня внимание сделал Рамзан Ахмадович Кадыров. Все, что мне нужен был, мне он помог во всем. И у меня было все, всем в итоге мне он помог. И я готовился тоже хорошо. И до боя вперед, 20 дней до боя вперед, я полетел в Америку, в Лос-Анджелес. Кингский ММА, где Фабрисио Вердем, Рафаэль Досаниос. Вот. И там я потренировался где-то дней 10. Хорошие тренировки были, хорошо в форме был я. И когда осталось пару дней до сгонга веса, и я начал уже потихоньку сбавиться от тренировки. И во время борьбы от сетки, и у меня получился разрыв мениска, когда боролся. И в этот день я не так особо почувствовал это, и на следующий день у меня чуть-чуть опухло было, и не мог нормально ходить. И из-за этого меня приехали врачи UFC, они МРТ все сделали, посмотрели и сказали, чтобы я там лечился, и бой через пару месяцев будет, вот, 3-4 месяца. Будем снова выйти на ринг. Когда получил травму, я, если честно, давно не дрался, и мне вообще не хотелось бы вот так уйти из-за колена, там, не драться. Я столько дорогу сделал туда, и много нагрузки сделал. Поэтому я им предлагал, чтобы они обезболивающие хоть что-нибудь сделать, чтобы я выходил на ринг подраться. И они сказали, вот они сами проверяют и сами все смотрят. Они сказали, что вот, мы можем тебе операцию делать, и у тебя будет, может быть, проблемы, может, еще долгое время будет. После операции 6 месяцев мне придется вообще ничего не делать, и потом потихоньку накачать там и физиотерапию сделать. Вот их врач сказал, он опытный врач был, который Хабибу сделал операцию. Он сказал мне, лучше не сделай операцию, постарайся накачать и физиотерапию сделай, и ты через 2 месяца можешь подготовиться и подерешься. Вот. Ну, я в зале его не видел вообще, и в реале тоже не видел. Пару боев я посмотрел его. Его написано джиу-джитсу, в основном он ударку сделал. Я настраивался с ним ударку и в партере. Вроде нормально. Я первый раз был в Америке, в Лос-Анджелесе. Но я, если честно, многих вещах удивился, когда первый раз полетел туда. И я вообще думал, как у нас везде залы, как у нас везде условия. Я когда туда полетел, и прям вот это Кингский ММА, все говорят про этот зал, и там находятся 2 чемпиона, еще топ-10 человек, пару человек из топ-10 UFC. Вот 2 чемпиона, их даже в зале не было ни одного мешка, и даже после тренировки даже душевая не было в зале. У них такие условия, даже ринга нету, вот такой маленький зал, и они там пашек тренируют конкретно. И я там много залах ездил с Вердумом, там не были никакие условия вообще. Как у нас в зале вот такие условия, я думаю, вообще, я был, по крайней мере, я был в залах, нигде я не видел. Благодаря Рамзану Ахмадовичу у нас все есть. Если люди будут тренироваться, то у нас много чего есть здесь. И я полечу туда, и я думаю, на следующий раз полететь вот Сан-Франциско, где Веласкес, где Дэниел Кормье, там Рук Лохот, вот с ними потренироваться. И там у меня как раз в парах много ребят будет, диджеи, которые именно мне нужны.
Чеченский хоккеист Аслан Раисов, выступающий за воронежский «Буран», возглавил список бомбардиров высшей хоккейной лиги. По системе гол плюс пас он набрал 29 очков в 32 матчах. Причем преследователи нашего форварда сыграли несколько матчей больше. Напомню, что Раисов перешел в «Буран» в начале этого сезона из Кубани. В рамках 5-го тура чемпионата России по волейболу класса А клуб «Грозный» принимал на своей площадке команду из Казани. В новом сезоне подопечные Арсена Кириленко стартовали в родных стенах. В первой игре против дагестанских волейболистов Грозный одержал победу со счетом 3-1. В игре против казанцев хозяева не испытывали особых трудностей, хотя первый период остался за гостями. В последующих партиях наша команда уверенно взяла верх. Среди почетных гостей присутствовал глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Кадыров. Присутствие главного болельщика укрепило победный дух чеченских волейболистов не только в первый день. Его хватило и на повторный поединок, в котором грозинцы не проиграли ни одной партии. Прежде всего у нас было стартовое волнение. Все ожидали Рамзана Ахматовича Кадырова, главу республики. И для любого человека это будет в любом случае волнение, потому что это уважаемый человек, это человек, который хочет сделать и для республики, и для всего мира мир, как говорится. И чтобы люди нормально могли работать, ничего не бояться и спокойно отдыхать. Мы все из-за этого волновались, у нас было, поэтому первую партию проиграли. Но впоследствии Рамзан пришел, нам стало легче, мы начали набивать обороты. В принципе, игра получилась. Хотелось бы в этом сезоне попасть в призовые места, но на будущее мы хотим также вернуться в Суперлигу и продолжать там удивлять. В Грозном прошло открытое первенство Чеченской Республики по Киокусинкай. 15 комплектов медалей оспаривали около 100 спортсменов, включая мастеров из соседних регионов. Мотивацию для накала страстей добавил еще один фактор – формирование сборной команды. За ходом турнира наблюдал и наш корреспондент. Более 100 спортсменов со всей Чеченской Республики и соседних субъектов России оспорили звание сильнейшего каратиста на открытом первенстве республики по Киокусинкай. Даже несмотря на то, что это соревнование не имеет международного статуса, тренеры из других республик довольно высоко оценивают данный турнир. Я считаю, что очень хороший уровень, и уровень бойцов очень высокий, то есть прям приятно был удивлен, то есть и уровень встречи, как встретили, разместили. Уровень бойцов очень хороший в плане того, что, то есть, соревнования республиканские, но я считаю, они такие являются очень хорошими, хорошие предстартовые соревнования уже для уровня, например, России и международных турниров, потому что бойцы практически все такие достаточно уровневые, то есть и проходных боев мало было, то есть все ребята заряженные, сильные, крепкие. Всего в первенстве представлено 3 возрастных группы от 12 до 17 лет в 15 весовых категорий. Одним из участников стал 14-летний Ислам Хамидов. Спортсмен 6 лет посвятил Киокусинкай и уже достиг определенных успехов в карате. Этот турнир также не стал исключением для него. В финале он победил своего земляка. Я с ним дрался до этого 2 раза. Эти 2 раза я им проиграл. Но сегодня я сделал для себя прогресс и выиграл. Подготовка к турниру была очень жестокая. У нас перед самим турниром на каникулах были сборы. Мы занимались, и это было трудно. Хорошие показатели на этом турнире и у чеченских каратистов. Достойно выступил и воспитанник Новоатагинской школы Киокусинкай Шамиль Шуркаев, который уже несколько лет является одним из лучших в своей весовой категории, доказав это и на сей раз. В финале одолев Сайдали Шахмурзаева. Его стабильно готовится диаштор. Дал Мукланц. Кубок России дал что. Благо для каратистов в нашей республике созданы все условия, а в декабре, ко всему прочему, была открыта Академия Ичигеки Ахмат имени Лечи Курбанова в городе Гудермес, в которой есть все для обучения японскому виду боевых искусств. Тренер сборной Чеченской Республики отметил, что дети приходят в секцию Киокусинкай не только из-за такой хорошей инфраструктуры.
По итогам первенства 7 спортсменов из Чеченской Республики и столько же из Дагестана и 1 воспитанник Ставропольского края поднялись на высшую ступень пьедестала. Победители открытого первенства Киокосинкай получили неизмеримый опыт и массу впечатлений и возможность представить свой регион на международном турнире Сейкен, который пройдет в Москве с 19 по 21 февраля этого года. И на этом наша программа подошла к концу. До встречи через неделю. Адикелшу.